Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Постановление правительства Республики Таджикистан от 17 октября 2019 года города Душанбе о назначении Шерализода первым заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Шерализода Шарафа Ахмаджона первым заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 17 октября 2019 года города Душанбе об освобождении Мирализода от должности полномочного представителя в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества независимых государств. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Мирализода Рустама Азиза от должности полномочного представителя в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества независимых государств в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 17 октября 2019 года город Душанбе о назначении Фатозода полномочным представителем в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества независимых государств. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Фатозода Абдусатора Абдухаура полномочным представителем в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества независимых государств. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Распоряжение президента Республики Таджикистан Зиои Хуршед Машхулзода назначен первым заместителем директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан. Саидзода Зафар Шерали в связи с переходом на другую работу освобожден от должности старшего советника сектора помощника президента Республики Таджикистан по вопросам внешних связей. Саидзода Зафар Шерали назначен генеральным консулом Республики Таджикистан в городе Екатеринбург Российской Федерации. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, после реконструкции сдали в эксплуатацию здание штаба строительного отряда в войсковой части пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан и ознакомились с условиями войсковой части. 17 октября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, после реконструкции сдали в эксплуатацию здание штаба строительного отряда войсковой части пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан и ознакомились с условиями войсковой части. Здание штаба строительного отряда пограничных войск состоит из 2 этажей. В нем имеются современные просторные кабинеты для деятельности личного состава. Все рабочие кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и аппаратурой. Также в здании штаба имеется просторный зал на 240 посадочных мест, в котором созданы современные условия для проведения собраний и различных мероприятий. На территории объекта для поднятия чувства национальной гордости военнослужащих создан музей лидера нации. После ознакомления с условиями музея глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, расписался в книге высокопоставленных гостей. Для повышения знаний солдат и офицеров в штабе создана библиотека, обеспеченная содержательной литературой. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что библиотека подключена к сети интернет, благодаря чему военнослужащие могут широко пользоваться электронной библиотекой. Президент страны вплотную ознакомился здесь с деятельностью производственных цехов строительного отряда и провел теплую беседу с военнослужащими. Как было сообщено, на территории войсковой части осуществляют деятельность 5 цехов по производству строительных материалов. В рамках реконструкции все они обеспечены современным рабочим оборудованием и аппаратурой. В этих цехах на высоком качественном уровне производятся проволочные ограждения и другая продукция, необходимая для охраны границ. На территории строительного отряда также налажено производство жестяных листов для покрытия крыш, пластиковых и деревянных окон, которые используются для строительства застав, а также на строительных работах в войсковых частях и погранотрядах. Для использования оборудования солдаты проходят курсы квалификации и набираются опыта.
После завершения службы солдаты наряду с хорошей физической закалкой получают специальности, что, безусловно, имеет большую выгоду в их повседневной жизни. Вся рабочая аппаратура и оборудование, установленные в цехах, ввезены из-за рубежа. Следует отметить, что в этой войсковой части для достойной службы юношей созданы все необходимые современные условия, в том числе при непосредственной поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны, уважаемого Эмомали Рахмона, на территории отряда отремонтированы и отреставрированы спортивные площадки для игр в футбол и волейбол, обеспечены необходимым оборудованием для утренних тренировок офицеров и солдат. Для хорошего отдыха офицеров и солдат на территории войсковой части создан современный сквер с 2 просторными беседками, вокруг которых посажены декоративные цветы и кустарники. В ходе ознакомления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал офицеров и солдат к тому, чтобы они доблестно и с честью исполняли возложенные на них ответственные задания, мужественно и зорко охраняли границы нашего независимого государства. Известно, что условия, уровень и качество службы в вооруженных силах страны находятся под постоянным пристальным вниманием главы государства, и в период государственной независимости в этом направлении систематически принимаются необходимые меры. Пограничные войска страны при поддержке уважаемого лидера нации обеспечены современными условиями и отраслевым оборудованием, а пограничные отряды и войсковые части полностью обновлены. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, войсковой части пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, сняв покрывало символической доски, дали старт деятельности базе материально-технического обеспечения. 17 октября президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, войсковой части пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, сняв покрывало символической доски, дали старт деятельности базе материально-технического обеспечения. Здесь лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с условиями жизни, созданными для офицеров пограничных войск войсковой части, и вручил ключи от квартир 23 семьям пограничников. Квартиры предназначены для обеспечения семей офицеров, служащих в органах национальной безопасности, достойными условиями жизни на территории военной базы. Семьи офицеров выразили благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за создание достойных условий труда, жизни и пребывания. На территории военной базы для личного состава также имеются комнаты бытового обслуживания. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку сельскохозяйственной продукции подсобных хозяйств пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. На сельскохозяйственной выставке были представлены различные овощи, фрукты, дыни, домашний скот и птица, которые выращиваются на фермах пограничных войск. В 2019 году в целях улучшения обеспечения личного состава продуктами питания была выращена сельскохозяйственная продукция на площади 390 гектаров. Офицеры и солдаты пограничных войск наряду с обеспечением национальной безопасности, укреплением повсеместного мира и стабильности, также используя подсобные хозяйства, вносят достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, что является одной из стратегических целей правительства страны. В настоящее время подсобные хозяйства пограничных войск осуществляют деятельность в ряде городов и районов: Лахш, Хавалин, Крушан, Ишкашим, Пинджикент, Исфара, Кухимачо. На территории военного городка находятся 2 отдельных здания центральных складов с холодильными помещениями, предназначенные для хранения продуктов питания. Затем глава государства ознакомился с созданными условиями во вновь построенном здании штаба войсковой части, который состоит из 3 этажей и подвала. Здание военного штаба состоит из 26 рабочих кабинетов для руководящего состава, общежития на 240 человек, ванной комнаты, комнаты бытового обслуживания, склады для хранения военных товаров и одежды, комнат отдыха и рабочих кабинетов офицеров. В ходе ознакомления с условиями нового штаба войсковой части президент страны провел теплую беседу с солдатами. Также на базе материально-технического обеспечения лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с возможностями швейного цеха и дал указания ответственным лицам по эффективному и его использованию. В цехе постоянными рабочими местами обеспечено 50 человек. Работой с хорошей заработной платой здесь в основном заняты жены и дочери офицеров. В производственном цеху с высоким качеством изготавливаются униформа, постельные принадлежности и другие необходимые вещи для солдат и офицеров подразделений пограничных войск.
Сегодня также основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, главнокомандующий верховными силами страны уважаемый Эмомали Рахмон после сдачи на базе материально-технического обеспечения пограничных войск важных объектов встретился с военнослужащими сферы тыла силовых структур республики. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, главнокомандующий верховными силами страны, уважаемый Эмомали Рахмон, после сдачи на базе материально-технического обеспечения пограничных войск важных объектов встретился с военнослужащими сферы тыла силовых структур республики. Во встрече участвовали руководители силовых структур и органов правопорядка, ответственные лица тылового обеспечения, финансов силовых структур и агентства по обеспечению специальным имуществом. В своем выступлении лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высказался по поводу достижений и недостатков в этом направлении. Он отметил, что сложные условия современного мира требуют, чтобы вооруженные силы страны находились в постоянной боевой готовности. По этой причине обеспечение солдат и офицеров вооруженных сил современным оружием и боевым снаряжением, униформой, продуктами, горючими и другими материалами обретает особое значение. Для материального обеспечения военнослужащих правительство страны использует все имеющиеся возможности и в дальнейшем намерено принимать все необходимые меры в этом направлении. С этой целью из государственного бюджета ежегодно выделяются необходимые средства, что способствует улучшению обеспечения военнослужащих униформой и продуктами. Наряду с этим для улучшения условий службы строится и сдается в эксплуатацию необходимая инфраструктура. В ходе выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, особо подчеркнул, что тыл является важной структурой вооруженных сил и главной его целью считается своевременное обеспечение воинских частей и силовых подразделений продуктами питания, недвижимостью, горючим, техникой и оборудованием. В результате правильного налаживания работы в этом направлении с каждым днем улучшается уровень обеспечения вооруженных сил, а для солдат и офицеров создаются благоприятные условия для службы. Для обеспечения солдат и офицеров одеждой и обувью отечественного производства при Министерстве обороны и Агентстве по обеспечению специальным имуществом работают швейные цеха, что способствует обеспечению рабочими местами членов семей военнослужащих и удовлетворению потребностей вооруженных сил. Также для обеспечения силовых подразделений сельхозпродукцией созданы подсобные хозяйства, которые играют важную роль для обеспечения военнослужащих овощами, фруктами, молоком и мясом. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность руководителям силовых структур за организацию цехов и поручил укреплять работы в этом направлении. В завершении президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание присутствующих на недостатки и упущения, в том числе по эффективному использованию бюджетных средств, улучшению условий хранения товаров и продукции, предотвращению преступлений, имеющих экономический и коррупционный характер, и дал конкретные поручения для их устранения и улучшения условий обеспечения военнослужащих. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.